В течение 10 дней кыргызстанцев проинформируют о средствах, выделенных Кыргызстану международными донорами и организациями, волонтерами, да и в целом жителями страны за весь период коронавируса. Для этого создана специальная межведомственная комиссия. Где-то были моменты, скажем так, халатности, где-то были моменты коррупции, где-то на местах полученная гуманитарная помощь продавалась. Где-то на местах полученная гуманитарная помощь продавалась самими руководителями этих больниц. То есть у нас комиссия разделена на несколько групп, и они комплексно по всей стране. Это не только город Бишкек, это не только город Ош, это регионы, области, и они получают информацию напрямую от координаторов, напрямую от руководителей больниц, замминистров здравоохранения, министра здравоохранения, кто более свободен, и в оперативном порядке вся эта информация предоставляет. Давайте напомним, о каких выделенных средствах в период пандемии идет речь. Итак, когда только начиналась эпидемия коронавируса, на борьбу с ней из республиканского бюджета было выделено порядка 6 миллиардов сомов. Вместе с тем из разных стран от международных доноров поступило более 700 миллионов долларов. В то же время неравнодушные кыргызстанцы оказали помощь в размере 90 миллионов сомов. А гуманитарную помощь волонтеров и вовсе не сосчитать, потому что нет точных цифр и данных. В состав комиссии вошли 30 человек, представляющих разные сферы деятельности. Это и журналисты, медработники, волонтеры и другие. Вместе с тем, в ходе проверок учреждений здравоохранения Генпрокуратура выявила порядка 700 нарушений, 34 из которых зарегистрированы в ЕРПП. В текущем году деятельность органов прокуратуры в основном была направлена на обеспечение соблюдения соответствующими органами законов при осуществлении работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Выявленные нарушения в основном связаны с совершением коррупционных правонарушений должностными лицами госорганов, осуществлением государственных закупок, с нарушением законов, а также нарушением требований законодательства об общественном здравоохранении, а также гарантированной защиты прав медицинских работников. Стало известно и то, что в рамках этой комиссии ни один медик не будет привлечен к уголовной ответственности. К каждой ошибке или нарушению со стороны медработников будет системный подход, но никак не уголовный. Жазгуль Бакытбекқызы, Азамат Кадыр Токтоев, Фалато 24.